Коллеги, видно? Видно, да, хорошо, видно, слышно. Значит, название доклада озвучено. И в чем, собственно говоря, текущий момент, в чем проблемная составляющая, она заключается в том, что социальный транспорт или транспорт общего назначения, или общественный транспорт, он выпускается с точки зрения низких экстремального климата и низких температур до минус 45 градусов. И у нас происходит, скажем, на северных площадках следующая картина. Да, сегодня, в настоящее время, сегодня заводы готовы предлагать различные северные пакеты. Там северный пакет номер 1, так называемый зимний. Это уже такая некая интегральная оценка, которая позволяет устанавливать различные подогревы, отопители и так далее. Северный пакет номер 2, который он более в расширенном варианте. Это на различные спектры, на различные модели машин, которые выпускает отечественный автопром, и которые у нас используются именно в условиях севера. В первую очередь это вездеходная техника, но и автобусный парк. Вот перед вами и транспорт общего пользования представлен с различными вариантами комплектации, и автобусы. Автобусы, кроме северного пакета, мы еще дополнительно просматриваем, прорабатываем вопрос этого укомплектования дополнительными стеклопакетами и дополнительными отопителями, и кабин, и сидений. А самое главное, особенно у нас, когда наступают туманы, это вопросы отведения выхлопных газов. Мы специально выводим, простраиваем дополнительно, но в большей степени самодельные конструкции от задней части автобуса, трубу выводим, чтобы следом идущий транспорт, на него он бы не попадал в облако выхлопных газов, потому что при минус 50 это все стоит вот сплошной стеной, и видимость сокращается. А также вопрос затора воздуха, особенно, хотя и не при низких температурах, но особенно в летний период, когда очень сильно наблюдается вопрос пылеобразования, чтобы воздух меньше, фильтры меньше загрязнялись, и двигатели больше работали, дольше работали. Опять приходится местных кулибиных привлекать в большей степени, чтобы сделать забор воздуха дополнительно. В чем, собственно, принципиальная ситуация? Если коммерческие структуры, они заказывают, у них есть возможность заказать себе северный тот или иной пакет, то с бюджетными организациями просто стоит сложнее, потому что это увеличение стоимости из опыта, это не менее 20, а то и 30% от стоимости базовой комплектации. Ну и здесь могут возникать какие-то дополнительные вопросы со стороны контролирующих органов, инспектирующих части вот, тендерных процедур и так далее. Но это необходимость. Это одна составляющая глобальной проблемы, которая есть для вопросов эксплуатации техники при низких температурах. При любом раскладе базовые конструкции, металлоконструкции, несущие системы, то ли рамы, то ли кузов, они рассчитаны на минус 45. Но у нас вот, в этом году никого не удивишь, и в городе Мирном под 50 это было очень даже продолжительный период. Даже очень продолжительный период был у нас. Поэтому параметр потока отказов металлических изделий, конструкций серьезно увеличился по отношению при положительных температурах. Поэтому это крайне важно, потому что это вопросы социальный транспорт, это же распространяется не только на городские перевозки, это главное, это здравоохранение, ну и плюс остальные все бюджетные структуры, которые попадают, а у нас расстояние это 100 километров, это не расстояние, поехали, но там могут быть ситуации самые различные. Поэтому вопросы адаптации, вопросы именно испытаний в северных территориях, он как был в хорошем смысле задел в советский период, но здесь были потеряны, растеряны те или утеряны та практика, лучшая практика, которая была в нашей стране. И сегодня из-за того, что не так много требуется машин, завод-изготовитель в серийном плане не очень настроен на подобного рода действия. Поэтому здесь надо все вместе объединяться, какие-то вплоть до сертификационных испытаний, но чтобы машины у нас ходили, потому что, увы,
часто бывают случаи, когда он, может быть, не очень фиксируется, но отказы бывают, и бывают даже так, что людям приходится вплоть до крайней ситуации с точки зрения здоровья. У меня все. Спасибо за внимание.